друзья, будет отличный день. Дождь — это очень здорово, на самом деле, в жаркий июльский день. А сегодня погода веллерская, тучки, ветерочек, просто один сплошной кайф. Собираются ребята уже. Кто-то с штанами. Правильно, воды много нужно будет. Новички. Сейчас Анна проводит инструктаж, подбирают велосипед. И сейчас у нас первый космический турист сегодня этого сезона вольется к нам. Да, сегодня девушка очень активная, такая серьезная, решила влиться в походы. Анна сейчас проведет инструктаж, подберем велосипед, средства защиты, краткий обзор велосипеда. Они приедут сюда, и мы стартанем по графику. Она согласна влиться в группу опытных велотуристов, чтобы, так сказать, на живом примере посмотреть, как это все происходит. Покажем, расскажем, будем вести себя хорошо, обещаем. Ничего себе, вы на 2 дня куда-то поехали, да? Все? Куда двинули? Самый волнительный момент, ожидание начала похода. Все собираются, что-то обсуждают, и тело просится уже в дорогу. Привет. Привет. Здравствуйте. Ну как первые метры? Нормально. Вроде нормально. Главное начать, да. Первые метры самые тяжелые. Ничего. Так, сегодня у нас новый человек в команде, можно сказать, поэтому ведите себя прилично, не пугайте. Здесь на самом деле все взрослые туристы, все адекватные люди. В любом случае вы можете рассчитывать и на поддержку, и на какие-то советы, и на все такое. Сегодня у нас маршрут Якутск, остатки тропосферной станции Вена, город Якутск. Маршрут практически туда-обратно идет по тому же маршруту, но тем не менее будет интересным. Сегодня я буду вашим гидом, меня зовут Евгений, мне помогать будет Анна, ну и все остальные, я думаю, тоже сильную помощь окажут. Примерный километраж у нас составит около 60 километров, цифра может быть пугающая, но на самом деле пролетит быстро, потому что будет очень интересно по пути. Первая часть маршрута у нас асфальтовая, мы едем почти до Кирзавода, до Намцаря. Самое главное сейчас у нас на первом этапе — это закупиться. Мы едем аккуратно по улице Дзержинского, по проезжей части. С правой стороны проезжей части доезжаем до универсама «Своя копейка». Это на перекрестке с улицей Кальвица. Там мы закупаемся необходимыми продуктами, распределяем это. И дальше уже едем по Портовскому шоссе. Там посмотрим по ситуации. Если будет большая загруженность, трафик, то по тротуару. Если нет, то по проезжей части. Колонны друг за другом. Доезжаем до поворота на Маганский тракт. Ну и там дальше совсем просто. Остановочка у нас первая, соответственно, будет на Закупе. Вторая будет на посту ГАИ. 5-минутка для отдыха. Третья, четвертая, там дальше по ситуации. Скорее всего, перед Намцирским трактом. Как только заедем в лес, будет совсем комфортно. Будет меньше машин и будет нормальный свежий лесной воздух. Вот. В принципе, маршрут несложный, для новичков подходящий. Все когда-то его проходили первый раз. Многие из тех, что здесь, они первый раз на этом маршруте, поэтому им тоже будет, всем нам будет интересно. И там уже на Вене я расскажу немножко по истории ее, посмотрим на развалины. Будет спуск, будет лесная дорога, будет здорово. Активный выходной начинается, ребята. Давайте по коням. И сейчас, наверное, Анна поведет нас в своем темпе к магазину. Всем молодцы, всем спасибо уже, что вы приехали на точку сбора. Сейчас у нас произойдет закуп продуктов для обеда. Это неотъемлемый ритуал любого велопохода, потому что если не будешь кушать, не поедешь. Поэтому закупаемся мы всегда заранее, впрок, чтобы хватило на всех. И, как правило, уже рацион сформирован на начало похода. Я думаю, что в этом походе никто не останется голодным, все будут довольны, счастливы и сыты. Возможно, уйдем на пешеходную дорожку справа. Возможно, поедем по дороге, если трафик будет небольшой. Ну, он, скорее всего, будет небольшой, но, тем не менее, посмотрим. Все так же, колонны, аккуратно, как шли, молодцы. Двигаемся вперед. Ненавижу пустые штаны возить. Все очень хорошо. Единственное маленькое замечание, когда едешь
едешь, нужно всегда крутить педали. То есть вот когда стоишь вот так вот, дальше продолжаешь крутить, едешь, останавливаешься, то на это тратится больше сил на самом деле. Потому что когда ноги останавливаются, они немножечко отдыхают, и чтобы снова стартануть, нужны какие-то усилия. И когда снова стартуешь, все равно еще будет какой-то импульс и выравнивание. Поэтому вот когда едешь, даже впереди кто едет, посмотришь, они все едут и крутят педали безостановочно. То есть лучше крутить, пусть без напряжения, пусть чисто просто сами ноги работают, но крутить нужно всегда. Ну, за исключением того, что перед остановкой, например, да? То есть, когда едешь, всегда должны ноги двигаться. Когда вот так останавливаешься, чем чаще останавливаешься вот так вот, тем чаще устаешь. Комариков покормим на подъеме. И все отлично, подъем взят. Ну что ж, у нас позади асфальтовый участок. Это самая простая часть маршрута, самая неинтересная. Сейчас мы углубились в лес, практически уже в лесу находимся. И начинается самая техничная часть нашего велотура. Это песчаные дорожки, это лесные дорожки, подъемы. Нас ждут комары, нас ждет свежий лесной воздух, ждут пересеченные дорожки, препятствия, будет много чего интересного. И именно вот с этого момента, с окончания асфальта, начинается настоящий велотуристический рай. Дорога идеальная для горных велосипедов, на которых мы отправились в этот велотур. Все, я смотрю, довольны, радостны, на позитиве. Все только начинается. Здесь у нас традиционный 5-минутный перерывчик. Очень красивое место. Сейчас вот долина вся окутана дымом, либо туманом, что-то такое. И ее не очень хорошо видно, но тем не менее вообще вот можно представить, какой отсюда колоссальный вид. Надо отметить, что дорога стала гораздо лучше, чем в прошлые годы. Я думаю, этот маршрут, он даже для совсем-совсем начинающих очень простой. Посмотрите, покрытие замечательное, покрытие прям утрамбованное, ехать легко, приятно. И самое главное, еще раз отмечу, это суперская велопогода. Ни солнца, ни шквального ветра, ни дождя. Просто день создан для велопоходов. Вот мы практически на Марсе. Марсианский пейзаж нас окружает, но на самом деле это всего лишь песчаный карьер на сопке. Сейчас он не работает, выходной день, и поэтому мы можем в полную меру насладиться видом. Здесь оборудован туалет, сейчас мы воспользуемся им, кому нужно. Умывальник, ребята подъезжают, легкий дождик, а это даже хорошо, он освежает. Это примерно треть пути, наверное, пройдена. Осталось совсем чуть-чуть лесных дорожек, гораздо более интересных, чем вот эта вот дорога. Да, это первые километры, это очень болезненные, да. Кто может перемотать? Тем более, это как бы, да, дорога такая способствует кочкам, и сидушки на горных велосипедах, они жесткие. Это сделано анатомически правильно, но тем не менее нужно привыкать. Первые там 100 километров или несколько дней, конечно, будет больновато. Так, у нас развилка или дорога кончилась? Тебе что больше нравится? Отлично. Замечательное болотце у нас на пути возникло. Но оно небольшое, метров буквально 50 метров, не больше. Да, а там уже твердый грунт. Если кто-то разбирается в медвежьих следах, то идите вперед, потому что они там повсюду. А в целом, ну тут, конечно, пешком, только придется катить велы. А кто броды заказывал, вот, получите, распишитесь. Там уже все продавлено, наверное. Все, конец болота. Болота нет, отлично. Мы покорили низменность, покорили болото, покорили комаров. Фу-ху! Поход вот без вот этого вот всего, это просто реально не поход. Посмотрите, какая красота. Все чавкает, хлюпает. Следы от велосипедов в говне. Супер!
И вот человек идет и улыбается. Вот это вот воистину круто. Да. И вот мы просочились по лесу, покорили болотца и вышли на самую эпичную и важную развилку этого маршрута. Дорога налево ведет нас прямиком к станции Вена, к нашему конечному пункту. Направо она тоже ведет к станции Вена, но с элементами технического бездорожья. Глобальный спуск, глобальный подъем, интересные многовековые вот сосны, которые не обхватить, пешеходные участки. И в конечном итоге она повернет налево и все равно выйдет к Вене. Но так как наша задача попасть на Вену поскорее, мы поедем по более короткой дороге. Надеюсь, она проезжабельная. Не хотели. Всем прям. Безопасность прежде всего. Однозначно. Цифрах показывали. Так, дальше. У меня в 10 точка есть. Нет, Все, да, 0, да. Ага. Уже развалились. По 2,5 поварешки получилось каждому. Держите, оператор. Спасибо. По рву можно ехать, но недолго. Да, ров — это походу бывшая дорога, которую... Лодка на весе. Комары, гады, сволочи. А так поход хороший. Всё, поехали. Так, ну что ж, давайте поехали на саму Вену, тут буквально 100 метров. Так, друзья, мы достигли точки нашего маршрута, цели нашего маршрута. Это развалины станции Вена. Что такое станция Вена? Это тропосферная, прошу заметить, тропосферная радиорелейная станция связи Вена. В советское время тропосферные линии связи, они окутывали практически все северное побережье от Магадана вдоль Северного Ледовитого океана и так далее. Тропосферная линия связи, она была длиной примерно 13 тысяч с лишним километров. Более 13 тысяч километров охватывала по всей северной границе Советского Союза. И одна из станций, они назывались по городам различным, Вена, она была вот здесь. Это самая ближняя к Якутску станция. Были огромные радары. Ну, то есть, представляете, да, чтобы сигнал передать через тропосферу, принять его, усилить и дальше отправить, это нужно глобальное, просто глобальнейшее сооружение. Тут были огромные радары с 9-этажный дом. Тут была воинская часть. Более того, то есть, обслуживала эту тропосферную станцию воинская часть. И в интернете можно найти впечатления, там, воспоминания солдат, которые здесь служили. Причем они были не из Якутска, там гарнизона, а их привозили откуда-то там из Подмосковья, с Сибири, и ребята пишут, нас везут куда-то, а зимой, зимняя служба, там декабрь, 50 градусов, какие-то адские, не адские там леса, летом здесь жесть, комары, никакой воды, зимой холодища. И вот эта тропосферная станция была одна из узлов, которая поддерживала линию тропосферной связи, радиорелейка так называемая. У Вены есть два соседа, на севере это тропосферная станция Дон, а на востоке, получается, это тропосферная станция Каир. Они расположены где-то, ну,
800 тысяч километров вот эти вот точки, то есть одна из них там потом в Жиганске будет и так далее, то есть это вот очень глобальная была сеть. Но в советские, к сожалению, когда все это дело начало распадаться, воинские части разрушались, и воинская часть здесь была расформирована, а вслед за этим демонтирована и, по сути, уничтожена. Вот, видали, что творится? Уничтожена, разобрана сама станция Вена. Вот, скорее всего, вот на этих пьедесталах стояли радары, потому что это было грандиозное сооружение. Потом, кому интересно, можете загуглить тропосферная радиорелейка Вена, и там есть фотографии вот этого всего. Здесь очень такое место, оно в свое время было дико радиоактивное, потому что все-таки большое напряжение. Оно и сейчас радиоактивное, то есть мы уже облучены все, поэтому... Дома принять нужно радоновые ванны, чтобы смыть всю радиоактивность. Вот, то есть здесь жили люди, здесь была военная часть, здесь работала, кипела работа, была связь, все было цивилизовано, дорога была. Но, к сожалению, сейчас, как мы видим, это все заброшено. Сюда ездят мародеры за остатками металла, за остатками каких-то там различных элементов. Лет 6-7 назад здесь можно было найти еще блоки управления готовые, советские, с тумблерами, какие-то шкафы коммуникационные. Но сейчас, к сожалению, тут все заброшено, все растащено. Сейчас мы немножко проедем, там будут пара строений. Солдатский плац, может быть, остался до сих пор, какие-то каменные строения. Вот. И ставили они их на сопках, то есть чтобы была возможность лучше принимать сигнал, поэтому станции такие расположены вдали от населенных пунктов и на сопках. В принципе, вот по сути это и представляет собой вот это место, развалины Вены. Мы еще застали какие-то развалины, лет через 20, может быть, тут все зарастет. Дороги, видите, уже нет, с двух сторон дорога перерыта, то есть сюда уже возможности ездить не будет. Сейчас мы здесь немножечко походим, погуляем, буквально, может быть, минут 10, выйдем на дорогу. Одна из ветки дороги ведет на Молотов-Упать, и вторая спустится напрямую на Усть-Хатын. То есть практически мы уже большую часть, половину маршрута прошли. Сейчас нам предстоит возвращение домой, и это самое главное, что все живы, здоровы, радостны. Вливайтесь в наши велопоходы, будет интересно. Оставляли, да, сами коллокаторы не смонтировали, а может быть действительно... Да, у них здесь был свой свинарник, где-то там, а может быть даже вот какой-нибудь типа, да, обогреваемый. Или там где-то был еще деревянный свиней они содержали, или коз, может быть даже коров. Да, это вот как раз загон для домашнего скота. Здесь у них содержалась скотина, скорее всего. Ну так-то нормально корова, сохранилось, может быть, даже коз, деревянная. да, сохранилось очень хорошо, там прямо перегородки и загончики. Здесь свиньи, да скорее всего свиньи, будка собак, охрана. И там вот дальше сейчас мы проедем, следом будет комплекс. Жизнь когда-то тут кипела. Это кипела, да. Муравьиная дорожка. Поехали, Дмитрий Анатольевич. Ну что ж, друзья, время к 6 часам, и мы уже спустились с сопок. Мы находимся на полях к подъезду к местности Усть-Хатын.
Мы сейчас здесь перекусили, набрались снова сил. И самое главное, что погода не поменялась. Такая же веллерская, также прохладно, ветерочек, нету комаров. Солнышко есть, но оно не обжигает за счет вот этой дымки. У нас остался сейчас участок по проселочным полевым дорогам до Улус-Хатына. Там мы выезжаем на асфальт и двигаемся домой. Я думаю, маршрут оставшийся займет примерно часика 2, может быть 3. Все живы-здоровы, никаких приключений нет. Отличное место мы здесь нашли, спасибо добрым людям. И мы сейчас двигаемся далее по маршруту. Все здорово. Выписали на днях, анализ забрали там повторно, третий раз. Все отрицательно, поэтому. Так, что, все здесь? Да. Едем дальше, без проблем, да, все нормально? Отдохнули все? Ну, поход интересный был, особенно лесные дороги эти. Сюрприз, перерытый ров от лесников. Маршрут интересный на один день. Ну, можно было бы и с ночевкой съездить, поотдыхать. Все. Ну, для меня вообще эта сторона, можно сказать, новая. Я в основном катаюсь где-то там на Покровском тракте, поэтому было очень интересно вспомнить, что там вообще есть Усть-Хатын, какие там поля интересные, какие там леса, и как я люблю... Попались нам обязательно тропинки, были небольшие болотистые участки с ирисами и был ров, перерытый ров, по которому мы ехали, прямо по нему. Вот это вот у меня было в первый раз, это, наверное, самое важное впечатление всего этого похода. А так, ну, вообще отлично получается, мы около 60 километров прошли, уже устали, нам еще осталось чуть-чуть до города. Супер! Так, ну я впервые участвую в этом велопробеге. Мне очень понравилось, конечно, в таком большом количестве людей я впервые. Обычно с семьей мы участвуем, а здесь все люди молодые, позитивные. Также хочу сказать про организаторов. Хорошая организация вот велопохода в лице гида Евгения, его супруги Ани, да? Ани. Также Аня хорошо организовала суп, суп очень был, это дало нам очень много сил закончить этот тяжелый поход, как бы для меня вот впервые. И также могу поблагодарить всех участников, которые были на позитиве. Это что редко встретишь в наше время. В общем, все молодцы. Всем привет, меня зовут Аня, я одна из организаторов, супруга Евгения. Вот. Мне очень понравилась сегодняшняя группа, было здорово, позитивно, и я всем хочу сказать спасибо. Вливайтесь в походы. Я не подготовила речь, я не знаю, что сказать, я волнуюсь. Да, я не знаю, что сказать. Просто эмоции. Женя, вопрос задай. Ну и давай Какие так. впечатления? Первый раз участие в этом походе, это однозначно должны быть определенные какие-то эмоции, впечатления. Расскажи, что больше всего понравилось, что больше всего запомнилось в 2 словах буквально. Ой. Ну, езда, конечно, на велосипеде. Первый раз горнолыжном велосипеде. И море впечатлений у меня не сказать. Сказать. То есть было больше позитивного и прикольного, да. чем сложного, да? Ну, сложности были, да, но нюансы были, но ничего, можно преодолеть. Да, все преодолелось, да. совершенно верно. Молодец. Спасибо всем. Ладно. Что сказать-то, ладно. Сейчас переживаю. Так, все. В общем, спасибо всем за велопоход, было супер. Это мой второй велопоход. Первый был на Эркени, а второй сейчас в Вену. И хотелось бы еще чаще участвовать в велопоходах. Вот. Сейчас я только тренируюсь, прокачиваюсь. Надеюсь, когда-нибудь я преодолею и большой круг. Вот. Ну, Вена запомнилась своим ровом, комарами. Так, чем еще запомнилась?
Очень много лесных дорожек, красивых, живописных. Вот, всем советую новичкам обязательно проехать этот... Ну, сначала Табагу лучше, а потом уже Вену. Ну, после Табаги, мне кажется, Вена будет уже, ну, так на втором месте. Вот, а так, все супер, все замечательно, и спасибо за отличную возможность влиться в компанию. Все супер, все позитивно, все ребята вообще молодцы, и, ну, как бы, ну, это вообще классно. Спасибо за возможность всем. Пока. Итак, друзья, мы практически завершили велопоход. У нас осталось буквально несколько километров до города. Это точка практически финишная. Сегодня все очень хорошо себя показали. Было очень много позитива. Все очень замечательные, веселые, интересные, дружные люди. Мне понравилась команда. Новички вообще все молодцы. Я много новичков повидал, поэтому мне есть чем сравнить. И да, этот ров, все его упомянули. Ров это действительно была жесть. Если бы его не было, мы бы, возможно, проехали чуть быстрее, но не было бы каких-то впечатлений, которые этот ров оставил. В целом поход, на мой взгляд, завершился удачно, прошел очень хорошо. И я очень надеюсь, что в дальнейшем будет больше участников, больше новичков, больше людей, которые хотят влиться в велотуризм. Звоните, пишите, вливайтесь, мы расскажем, покажем, проинструктируем, накормим и подарим массу замечательных позитивных эмоций. Всем спасибо еще раз, вливайтесь в наши походы. Ура! Я бы ноги там оставила. Да, это очень круто на самом деле, такие подвиги. То есть для кого-то, вот для тех, кто раньше ездил, да, 20-30 километров это в принципе мелочи, а для человека первый раз это очень серьезное испытание. Поэтому, да, еще с такими прорывами, с такими элементами сложности. Да, поэтому очень здорово, что все так прошло и что все достойно прошли. Ну, сейчас у нас осталось совсем ничего. По этой велодорожке мы докатимся до кольца Дзержинского. После кольца можем, ну, выйти, наверное, на улицу Дзержинского. Это все, кстати, пишется, но потом можно наложить или убрать по улице Дзержинского. И доедем до площади Орджоникидзе, тем самым логично завершив маршрут. Точка старта будет точкой финиша. Обычно у нас так бывает в походах. Вот. Ну, еще хочется сказать, что если хотите каких-то необычных походов, то есть где нужно полазить по грязи, перейти вброд, покормить комаров, вот такие вот экстремальные штуки, то это мы, вливайтесь. То есть поход должен, каждый поход должен чем-то запомниться, да, то есть одно дело просто прокатиться по Зеленому лугу, где-то прокатиться по Покровскому тракту, по асфальту, да, а когда вот такой трэш и пешеходные участки есть, горы, спуски, броды, комары, это просто откладывается в памяти, и это... У нас еще будет очень много фото-видеоматериала, у нас несколько человек снимали на видео, на фото, и я думаю, в ближайшее время мы фотографии все эти, ну, люди обработают, смонтируют, и, может быть, на следующей неделе уже разошлем всем фотографии. Скорее всего, память вместе с фотографиями останется надолго. Всем спасибо, все молодцы, всем по домам. Ура!